Добрый день, дорогие друзья. Жаркий день. Дорога в раскаленном от солнца афганском городке. По ней едет машина с флажком Советского Союза на капоте. Внезапно перед машиной возникает толпа возбужденных афганцев. Сначала они что-то кричат и вдруг внезапно переходят к активным действиям. Окружает машину и с криками «Аллах Акбар» начинает ее раскачивать, пытаясь перевернуть. Пассажиры машины, а точнее вооруженная охрана, поняв, что дело может закончиться плохо, открывает огонь из автоматов. Предупредительная очередь в воздух мгновенно охлаждает полнопавших. Толпа мгновенно исчезает, как будто ее и не было. Это реалии Афганистана начала 1980-х годов. А в машине тогда находился чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза в Афганистане Фикрят Ахмеджанович Табеев. Он отработал на этом посту в самый сложный период, с 1979 по 1986 годы. 7 лет на линии фронта, когда в принципе могли убить в каждый из дней. Табеев позднее вспоминал, что в сейфе посольства на всякий случай лежало его официальное письмо руководству страны. Письмо с просьбой вскрыть в случае его гибели. В нем он просил руководство в случае смерти его и его супруги, Дины Мухамедовны, взять шефство над его детьми. Табеев и тогда виду не подавал, и в воспоминаниях никогда не говорил об опасностях работы в Афганистане. Однако, по данным советской разведки, некоторые главари маджахедов строили планы похищения советского посла с целью последующего выставления условий советским властям. В Афганистане Табеев, этот высокий, мощного телосложения человек, похудел почти на 30 килограммов и никогда уже больше не набирал прежний, доафганский вес. Фикрят Табеев до командировки в Афганистан на протяжении 19 лет первый секретарь татарского обкома партии, член ЦК КПСС. В Татарстане его за глаза называли патша, царь. В Москве не иначе, как Фикрят хан. Любят у нас эти прозвища с историческим подтекстом. В данном случае это было очень близко к правде. После Афганистана первый заместитель председателя Совета министров РСФСР, председатель Российского фонда федерального имущества при Верховном Совете России, кандидат экономических наук, причем кандидат полновесный. Диссертацию подготовил, будучи аспирантом кафедры политэкономии Казанского государственного университета, а защитил в Московском университете еще до того, как перешел на партийную работу. Он родился 4 марта 1928 года в Мещерской, или иначе Мишарской стороне, в селе Азеево Рязанской области. Отец Ахмеджан Мухамеджанович – участник гражданской войны, связист легендарного красного командарма Михаила Фрунзе. Мать Сабира Музиповна – работница колхоза. Фикрят рано остался без отца, тот погиб на Калининском фронте в 1942 году. Табеев так вспоминал проводы отца на фронт. «За околицей села сани остановились, — рассказывал он, — отец меня высадил и сам сошел с саней. Крепко обнял и высоко поднял, потом поцеловал и заплакал. И сегодня у меня перед глазами стоит отец такой большой, под 2 метра ростом, со слезами на глазах и щеках. Больше я отца никогда не видел. К сожалению, нашему поколению и похоронить отцов не посчастливилось». Этот поворот за околицей села часто снился Табееву. «Именно тогда и закончилось мое детство», — признавался он. В год окончания войны 17-летний Фикрят, получив аттестат зрелости, а учился он самоотверженно, поступает в Бакинское высшее военно-морское училище. Возможно, он стал бы не партийным и дипломатическим генералом, а самым настоящим адмиралом. Но не сложилось. Мать настояла, и он вернулся в деревню. Начал работать в колхозе, но родной дядя посоветовал учиться дальше. «Пропадешь ты здесь в колхозе», — сказал он ему. Мать перечить желанию Фикрята не стала. К этому времени уже вернулся домой с фронта и старший брат. И Табеев успешно сдает вступительные экзамены и поступает учиться на историко-филологический факультет Казанского университета. Так начинается его головокружительная карьера в Татарстане. Условия жизни в годы учебы тяжелые. Табеев вспоминал, что жили в общежитии, в комнате 30 человек. Ночью по полу бегали голодные крысы.
Матрасы, а их передали в общежитие из казанских госпиталей, кишели вшами. Голод и нищета. Студенты одалживали друг у друга носки, чтобы ходить на свидания. Фикрят, несмотря ни на что, учится не просто хорошо, а только на отлично. И в скором времени становится сталинским стипендиатом. Таких на его курсе только двое. А сталинская стипендия — это сумасшедшие по тем временам деньги — 790 рублей, 2 средние месячные зарплаты. Пока стипендию оформляли, документы туда, документы сюда, прошло 4 месяца. И за это время набежало больше 3000 рублей, которые Табееву и выдали все сразу. Половину тут же отправил матери в деревню и, не будучи скупым, на остальные устроил пир горой для однокурсников. Купил на колхозном рынке 10 гусей, из которых в студенческой столовой сварили вкуснейший суп-лапшу. Угощение вышло на славу. Согласитесь, поступок по тем временам, да и по нынешним тоже, не слабо. В годы учебы в университете Табеев быстро включается в общественную жизнь. Путь стандартный, но стремительный. Сначала староста группы, затем комсорг факультета, на 3-м курсе уже председатель студенческого правкома университета. В бытность профсоюзным лидером ему даже довелось выступить на совещании в ВЦСПС в Москве. Дело было так. Положением дел в Казанском университете заинтересовались на самом верху. Приехала высокая комиссия, проверили, что да как, и пригласили Табеева в столицу рассказать о своей работе перед высоким начальством. В декабре 1949 года поехали в Москву вместе с ректором. Удивительно, но факт: никакой строгой цензуры, запрета говорить о проблемах. Несмотря на волнение, выступил. Не постеснялся рассказать и о крысах, и вшах, бедственном положении студентов. На следующий день Табееву вручили 600 тысяч рублей наличными, чтобы раздать нуждающимся студентам. К казанскому поезду прицепили вагон с одеждой, обувью и другими необходимыми товарами. В Казань Табеев вернулся уже как сказочно богатый падишах. Богатство, правда, быстро раздал всем нуждающимся студентам университета. Много позднее Табеев, уже будучи членом ЦК КПСС, узнал о подоплеке случившегося невиданного аттракциона щедрости. Оказывается, команду помочь Казанскому университету дал лично Сталин. «Надо сделать так, — сказал вождь, — чтобы один из старейших вузов мира, носящий имя Ленина, был достоин этого звания. Поэтому и постарались. Не за страх, а за совесть. Ну или наоборот». На 4-м курсе Табеев уже заместитель секретаря парткома университета. Это уже практически статус райкома партии. Учеба в КГУ окончилась аспирантурой кафедры политэкономии. Хотя в 1952 году его карьера чуть было кардинально не изменилась. На излете своего правления Сталин планировал разделить Татарстан на 3 области и создать 3 обкома партии: Казанский, Чистопольский и Бугульминский. Табеева даже назначили секретарем Бугульминского обкома комсомола. Но должность просуществовала не всего несколько дней. Внезапно от планов отказались, и ТАССР сохранилась как единая республика. Что это было? Сказать трудно, но очевидно, что республика прошла по краю. Несостоявшийся комсомольский вожак Табеев продолжил учебу в аспирантуре уже Московского государственного университета и, защитив диссертацию, вернулся на работу в университет Казанский. В годы учебы в университете Табеев встречает спутницу жизни, студентку мединститута Дину. Они поженились в 1951 году. Запомнилось, рассказывал Табеев, что когда мы собрались идти в ЗАГС, у меня не было галстука. Искали всем общежитием и, в конце концов, нашли. Вскоре один за другим в семье родились 2 сыновей. Впоследствии Дина Мухамедовна стала доктором медицинских наук, возглавила первую кафедру рефлексотерапии. Работала по этому направлению как в Казани, так и позже в Москве, в институте имени Сербского. Табеев, возможно, так и продвигался бы по научной линии. Но активного молодого преподавателя уже знали в обкоме партии. В 1957 году Татарстан возглавил бывший член президиума ЦК КПСС, влиятельный партийный руководитель союзного уровня, экс-министр государственной безопасности Семен Денисович Игнатьев. После смерти Сталина Игнатьев попал в опалу у Хрущева, и в 1957 году его назначили первым секретарем татарского обкома партии. Игнатьев приложил немало усилий, чтобы омолодить татарский обком.
несколько встряхнуть прикипевший к руководящим креслам партийный и государственный аппарат. Табеев в воспоминаниях пишет, что главным достоинством Игнатьева было умение разглядеть в людях организаторский талант, незаурядные деловые и политические качества. Возможно, он имел в виду в данном случае и себя самого, но на самом деле история его перехода из Казанского университета на работу в обком партии была довольно будничной. Возможно, даже несколько случайной. Таких активных ребят, подобных ему, было немало. Однако, как известно, везет тому, кто везет, в смысле везет на себе работу. На вакантную должность зав. Отделом обкома Игнатьев дал указание найти молодого, но опытного работника. Нужны высокие, статные, солидные работники, чтобы вызывали уважение у людей. Примерно так выразил свои пожелания Игнатьев. Инструкторы обкома взялись за поиск кандидатуры и вскоре привели из университета молодого преподавателя политэкономии Фикрята Табеева. После собеседования с секретарем обкома Камилем Фасеевым состоялась беседа с Игнатьевым. Так, с легкой руки Фасеева в декабре 1957 года 29-летний Фикрят Табеев оказался на работе в обкоме партии на должности заведующего отделом науки, школ и культуры. Наука и культура — сфера особая, их делают люди творческие. Это не дисциплинированные директора заводов и председатели колхозов. К Табееву часто приходили с различными жалобами учителя, артисты, ученые, и надо было на них, говоря партийным языком, реагировать. Помню, рассказывал Табеев, на прием однажды пришел известный оперный певец Усман Альмеев и с порога кабинета запел. Я сижу. Закончил петь, спрашивает: Фикрят, тебе нравится, как я пою? Я говорю: нравится. Он в самом деле был хороший певец, народ его любил. А ведь меня из филармонии хотят выгнать. Ты меня должен защитить. Защитил я его, оставили филармонии. Вот так и сижу с утра до вечера. Жалобщика выслушиваю, сам себя укоряю. Всего через год, в возрасте 30 лет, Табеев стал секретарем обкома партии по идеологии. Карьера стремительная. Куда уж, казалось бы, быстрее. Но это было только начало. Через 2 года над Казанью, вернее над первым секретарем татарского обкома Семеном Денисовичем Игнатьевым сгустились политические тучи. Москва в лице ЦК партии не прощает ему излишнего, на ее взгляд, внимания к развитию татарской культуры и языка. Его и обком обвиняет в утрате партийного чутья, потакании национальной ограниченности, хотя все прегрешения заключались в попытках возродить полноценное изучение татарского языка в школах, возвратить экзамены на татарском языке, поднять престиж языка и национальной школы. И все это не в ущерб русскому языку, а наряду с ним. В начале января 1960 года стало ясно, что Игнатьев исчерпал лимит доверия со стороны ЦК партии и покинет республику. На должность первого секретаря более всего претендовал второй секретарь обкома Салих Батыев. Он даже поменял национальность в паспорте с башкира на татарин. Но Игнатьев относился к Батыеву настороженно. Было за что. Во всех сложных вопросах Батыев уходил то в открытую, то в явную оппозицию к Игнатьеву. Так было и с татарским вопросом. Когда Батыев заявил на бюро обкома, что допущено излишнее выпячивание национальной проблемы, стремление сохранить татарские школы чуть ли не насильственным путем. Табеев, кстати, во всех подобных ситуациях отмалчивался и никак не проявлял ни своей позиции, ни тем более амбиций. Природная осторожность плюс умение быстро учиться. В результате Семен Игнатьев, сохранивший серьезное влияние в Москве, сумел отодвинуть Батыева в сторону и продвинуть на должность первого секретаря своего фаворита Фикрята Табеева. В его пользу сыграл и возраст. Не только Игнатьев, но и Хрущев благоволили молодым кадрам. В активе Табеева и отсутствие явных ошибок и провалов. Он работал в обкоме недавно, поэтому сумел дистанцироваться и от баталий по татарскому языковому вопросу. Так, судьбе было угодно, что при поддержке Семена Игнатьева в конце октября 1960 года Фикрят Ахмеджанович Табеев был избран первым секретарем татарского обкома партии. Потерпевший поражение в аппаратной борьбе, Батыев стал председателем Президиума Верховного Совета ТС, органа, безусловно, высокого, но по факту не самостоятельного, штамповавшего решения, предварительно одобренные обкомом партии. Прежнему председателю Верховного Совета Камилю Фасееву, одному из инициаторов повышения внимания к татарскому языку,
Человеку, в свое время взявшему на работу в обком партии, пришлось уйти на преподавательскую работу. Такие люди в обкоме теперь были не нужны. И интересно, что смотрины Табеева у Хрущева прошли уже позже, после избрания первым секретарем. Табеев, конечно, несколько сомневался в своей способности руководить столь крупной республикой. Безусловно, сказывался возраст, всего 32 года. Хрущев спокойно так и коротко разъяснил Табееву. Чего волнуешься? Не справишься? Снимем. У татар есть поговорка «Узе курка, узе елкы», смысл которой близок к «глаза боятся, руки делают». Этому принципу Табеев и следовал. «Признаюсь», — вспоминал он позже, по молодости, по горячности делал много ошибок. Иногда поправляли, иногда, наверное, стеснялись, но я сам осознавал свои промахи, анализировал. Такой самоанализ нужен каждому руководителю. В общем, научный склад мышления, сформированный в университете, сослужил ему хорошую службу. Так в Татарстане началась эпоха Табеева, продлившаяся 19 лет. Эпоха, вобравшая в себя и хрущевскую оттепель, и брежневский застой. Для Татарстана это время, наверное, более справедливо назвать эпохой великих строек и невиданной по масштабам добычи нефти. Нефти, которой в республике выкачивалось столько, сколько добывали ведущие мировые нефтяные державы. Нефти, благодаря которой развивалась экономика огромной страны. Вклад Табеева в эту эпоху в экономическое развитие Татарстана огромный. Его успешная работа по использованию экстенсивной добычи черного золота для интенсивного развития экономики Татарстана — показатель масштабного мышления, умения заглянуть в будущее. Посудите сами. В начале 1960-х годов в Татарстане все более активно растет добыча нефти. Сравните темпы. В начале 1966 года в республике добыли 70 миллионов тонн, а в 1970 году уже 100 миллионов тонн. Пик нефтедобычи пришелся на 1975 год. Тогда извлекли рекордные 103 миллиона. Первый миллиард тонн нефти в Татарстане извлекли в 1971 году. В 1982 году уже второй миллиард. В 1964 году заработал самый протяженный нефтепровод в мире — «Дружба». Он подавал нефть от Альметьевска в ГДР, Польшу, Венгрию и Чехословакию. Татарстану от всего этого богатства практически ничего не доставалось. В нефтяной отрасли республики в короткие сроки были задействованы десятки тысяч специалистов и рабочих. Но не было ни дорог, ни жилья, ни школ и больниц. Поселки вокруг нефтяных качалок тонули в бездорожье. Все это грозило в недалеком будущем серьезными социальными проблемами. Недостаточно выделялось средств и на обустройство новых скважин, что сдерживало не только увеличение, но и поддержание текущей добычи. А центр требовал все больше и больше. Нефть любой ценой. Табеев, понимая масштаб растущих проблем, пытается убедить Москву в необходимости строить инфраструктуру. Не найдя должной поддержки в Союзном Совмине и ЦК партии, обращается лично к Леониду Ильичу Брежневу. Я пошел к Брежневу с проектом постановления ЦК и Совмина, другого выхода уже не видел. Леонид Ильич, говорю, зачем закладывать 100 миллионов тонн нефти в план, если это не подкрепляется финансами, если под них не дают ни копейки? Брежнев терпеливо выслушал все мои жалобы. Задал лишь один вопрос: с кем готовили проект постановления? Я ответил: вызывайте Шашина, распорядился он. А Шашин в то время министр нефтяной промышленности Советского Союза. Пригласили еще спеца из отдела ЦК, с которым мы прорабатывали вопрос. Брежнев допытывался, уверены ли мы в своих расчетах, все ли правильно записали в проекте. Потом обращается ко мне: а экземпляр проекта постановления у тебя есть? А как же, говорю. И протягиваю тяжеловесный том. Думаю, что он хочет пролистать его. А Леонид Ильич взял ручку и тут же подписал документ. Это, пожалуй, единственный случай в истории страны, когда судьба многомиллиардных вложений в добычу нефти была решена одним человеком, без обязательной визы других руководителей. Разве это не смелость? Вспоминал Табеев. Благодаря этим усилиям Табеева, поддержанным Брежневым, в республику начали вкладываться значимые средства, как в нефтяную отрасль, так и в обслуживающую инфраструктуру. В короткое время выросли, по сути, новые города: Альметьевск, Лениногорск,
Нижнекамск, Азнакаево, Бавлы, рабочие поселки Жалиль, Актюба. Заметно преобразились и Бугульма, Елабуга, Менделинск, Заинск, Нурлат. История Нижнекамска и Нижнекамского нефтехимического комбината также тесно связана именно с Табеевым и Брежневым. Изначально решение о комбинате было принято еще по инициативе Игнатьева. Однако объемы производства были запланированы незначительные. Вместе с тем ежегодно на нефтепромыслах Татарстана сжигались миллиарды кубометров попутного газа. Огромные деньги. Один из американцев, побывавший в республике в те годы, так и заявил, что, мол, на этом газе он бы сколотил многомиллиардное состояние. В середине 60-х в Сибири активно строился Тобольский нефтеперерабатывающий завод. Хотя по всем расчетам возведение завода в центре европейской части страны, рядом с огромными залежами нефти, было целесообразнее и эффективнее. Но Табееву заявляли: зачем Татарии такой завод? У вас берет начало нефтепровод «Дружба», вот и качайте нефть. Для чего вам лишняя головная боль? Кроме того, вокруг Татарии построены заводы-комплексы в Уфе, Куйбышеве, Горьком. Противостоять этой сложившейся практике использовать Татарстан как поставщик сырья было неимоверно трудно. Но упрямый Табеев убеждает Брежнева, приводит расчеты, аргументы. Брежнев умел слушать и, в конце концов, соглашается с Табеевым, вопреки позиции Госплана и Совмина СССР. Так принимается решение о строительстве Нижнекамского нефтехимического комплекса с современным городом Нижнекамском. В решении Политбюро ЦК КПСС было записано: принимается под личную ответственность первого секретаря Татарского обкома КПСС Табеева. Так было положено начало Нижнекамск-нефтехиму и городу Нижнекамску. 1969 год. По рельсам стучит поезд Москва-Минск. В одном из купе правительственного вагона собралась компания. Играют домино. Компания непростая. Один из азартных игроков — генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Среди его партнеров по игре и Фикрят Табеев. По дороге на празднование юбилея Белоруссии решили скоротать время за игрой. Табеев, улучив момент, обращается к Брежневу: Леонид Ильич, давайте построим автомобильный завод «Татарий». Зачем его строить в далекой Сибири? Везти туда за 1000 километров людей, станки, оборудование. А потом, когда завод будет построен, опять же везти оттуда по всей стране 150 тысяч грузовиков, 250 тысяч дизельных двигателей. Брежнев даже бровью не повел. Через некоторое время Табеев опять: Леонид Ильич, у нас мощная строительная база, большой людской потенциал. Даю слово, рискует Табеев, что построим первую очередь завода за 5 лет, вторую тоже за 5 лет. Дело в том, что в это время уже было принято правительственное решение о строительстве завода большегрузных автомобилей под Красноярском. Строительство включало 2 этапа, каждый по 10 лет. Но Табеев не побоялся выступить со своей позицией. Брежнев тогда в поезде ничего не ответил. На обратной дороге из Минска, вспоминал Табеев, генсек потряс его своим увлечением — стихами. Брежнев наизусть читал Есенина. Табеев тоже любил Есенина, немало его стихотворений тоже знал наизусть, но Леонид Ильич читал неопубликованное произведение. Табеев решил не ударить лицом в грязь и вперемешку с Есениным декламировал своих любимых поэтов — Тукая, Токташа, передавая в своем вольном переводе смысл их поэзии. И тут Леонид Ильич поразил Табеева еще одним откровением. А я ведь, Фикрят, пешком прошел Татарию. Оказывается, когда Брежнев учился в землеустроительном техникуме, на практику его направили в Татарстан, и он пешком прошел путь от Менделинска до Челнов, отмеряя километры саженем. Был тогда на селе такой удобный измерительный инструмент. Что тогда помогло Табееву? Ностальгия Брежнева по молодости, общая любовь к поэзии Есенина или убедительный аргумент? Важно, что оказался в нужное время в нужном месте. Брежнев дал команду проверить обоснованность проектов строительства как в Красноярске, так и в Татарстане. Основательный анализ и расчеты показывали: Табеев прав. Экономически целесообразно строить в Набережных Челнах. Вскоре Табеева вызвали на заседание Политбюро ЦК. Брежнева не было. Заседание вел Михаил Суслов.
Политбюро решило строить завод в Набережных Челнах. В декабре 1969 года на стройплощадке извлекли первый ковш земли, а в феврале 1976 года с конвейера сошел первый КАМАЗ. Табеев сдержал слово. Примерно в это же время резко возросший авторитет Фикрята Табеева едва не сослужил ему дурную службу. Так тоже бывает, и нередко. Член Политбюро ЦК КПСС Александр Шелепин предложил кандидатуру Табеева на должность секретаря ЦК партии. А Шелепин, в свое время сыгравший весомую роль в назначении Брежнева генеральным секретарем ЦК, последующие годы уже слыл оппонентом Брежнева. Генеральный его недолюбливал и опасался заговора. Вот и сейчас Брежнев, по-видимому, посчитал, что Шелепин рекрутирует в ЦК своих сторонников. На заседании Брежнев ничего не ответил, но Табеева вскоре к себе вызвал. Табеев вспоминает: «Иду я по коридору на прием к Леониду Ильичу. Слышу, кто-то бежит сзади меня. Оглянулся, это Федор Кулаков, член Политбюро, секретарь ЦК. «Фикрят, откажись!» – прошептал он. Повернулся и пошел обратно. Я так и не понял, почему он решил вмешаться в это дело. Кстати, я даже точно и не знал, зачем меня вызывает генсек, хотя слухи о том, что меня куда-то хотят двинуть, конечно, доходили. Захожу. Леонид Ильич выходит мне навстречу. «О, Фикрят!» Поставил на стол коньячок и в такой дружеской обстановке начинает задушевный разговор. «Тут на Политбюро речь шла о вас. Есть предложение избрать вас секретарем ЦК. Я не возражаю, хотите, пожалуйста». И выжидательно, с прищуром так на меня смотрит. Я тут же вспомнил совет Кулакова, слухи об оппозиции, о себе и говорю: «Леонид Ильич, мы только КАМАЗ начали строить с вашей помощью. Дайте, говорю, возможность его закончить. Я же обещал вам в течение 5 лет сдать первую очередь завода». После моих слов глаза его как-то потеплели. «Ну ладно, — говорит, — давай тогда немножко выпьем». Вот так Табеев, оказавшись, что называется, на грани провала, с честью выкрутился из щекотливой ситуации. Видимо, ангел-хранитель помог, вспоминал он. Чтобы представить себе эпоху Табеева в Татарстане, нужно упомянуть и построенные при нем Казань-Оргсинтез, один из флагманов отечественной нефтехимии, Заинская ГРЭС, одни из самых крупных тепличных хозяйств в Советском Союзе, Майские и Весенние. В Казани построили новое здание театра имени Галяскара Камала, уникальное здание цирка с дискообразным куполом, новое высотное здание Казанского университета. Их строительство Табеев лично пробивал в Москве и многое другое. И в сельском хозяйстве республика была одним из лидеров по производству продовольствия. Но нужно сказать и о другом. Татарстанцы, несмотря на экономические успехи, жили голодно. Один из бывших секретарей райкомов партии республики рассказывал мне, что в молодости, будучи призванным в армию, попал служить в Ленинград. В первую увольнительную вышел в город и, увидев магазины, в которых есть продукты, красиво одетых женщин и мужчин на улице, был просто в шоковом состоянии. Так вот, где, оказывается, построен коммунизм, подумал он тогда. А в Татарстане в 60-е годы стояли очереди за хлебом. В 70-е хлеб появился, но на другие продукты можно было только случайно наткнуться. Продовольствие из республики уходило в союзный фонд. У республики не было почти ничего. Практически все предприятия относились к союзной собственности или собственности РСФСР. Соответственно, всю продукцию приходилось правдами и неправдами выбивать из союзных и российских министерств. Практически ни одно решение, даже переименование улицы, нельзя было принять без разрешения центральных ведомств. Возможности обкома партии, правительства республики были, мягко говоря, весьма ограниченными. Это тоже приметы эпохи Табеева. Табеевым в Татарстане была создана профессиональная, относительно молодая и эффективная управленческая команда. Местные кадры росли с самых низов, проходя все ступеньки профессиональной карьеры. Сам Табеев, возглавив Татарстан молодым человеком, довольно смело выдвигал молодых. Так, в 1966 году по его инициативе председателем правительства республики стал 34-летний Гумер Усманов. Он был самым молодым премьером среди коллег в автономных и союзных республиках. Именно Табеев дал толчок карьере будущего первого президента Татарстана Ментимира Шариповича Шаймиева.
По признанию Табиева, он давно присматривался к молодому и инициативному инженеру. В 1967 году Табиев взял 30-летнего Шаймиева из Мензелинской сельхозтехники в татарский обком партии. Через 2 года Метиби Шаймиев стал министром мелиорации и водного хозяйства республики, самым молодым министром в ТАССР. Через четверть века он станет политиком федерального масштаба. При Табиеве была выстроена система подготовки руководящих кадров. Выросла целая когорта табиевского призыва. Многие кадры из республики спустя время оказались востребованы и на союзном уровне. Но есть еще одна сторона деятельности Фикрята Табиева. Сторона, мягко говоря, спорная. Хотя в ней, пожалуй, больше его беда, чем вина. Публичная порка и отставка первого секретаря татарского обкома партии Семена Игнатьева, обвиненного в потакании национальной ограниченности, излишнем выпячивании, как тогда выражались, национального вопроса, стала для Табиева родовой травмой. Возглавив республику, он резко дистанцировался от решения проблем угасающего татарского языка. С отставкой Игнатьева проблемы никуда не делись, но внимания к ним уже не было. Табиев жестко, порою неумеренно догматично следовал линии партии на создание новой общности советского народа, перебарщивая в своей активности, в стремлении оказаться святей Папы Римского. Убедить его в том, что нельзя ставить знак равенства между развитием национального языка и культуры и национализмом, не получалось, несмотря на все попытки со стороны писателей, деятелей культуры. Одним из первых его решений на посту первого секретаря обкома стала приостановка присуждения государственной премии имени Габдуллы Токая, вручаемой за достижения в области развития татарской культуры. Премия была учреждена Игнатьевым. При Табиеве премию не давали на протяжении 5 лет. Камиль Фасеев пишет, что на одном из выступлений на пленуме обкома Табиев заявил: «Сейчас, в период развернутого строительства коммунистического общества, многое из того, что считалось присущим той или иной нации, подчеркивало ее экономические и культурные особенности, изживает себя. Не имеет смысла выпячивать роль и значение татарского языка, а кто это делает, того следует осуждать», заявил Табиев. К сожалению, его слова не расходились с делом. А дело дошло даже до того, что знаменитому татарскому поэту Хасану Туфану, незаконно репрессированному в 30-е годы и прошедшему ГУЛАГ, обком партии настоятельно порекомендовал не писать стихов о татарском языке. Пусть помнит, где он находился в последние годы, передали Туфану предупреждение из обкома. Отказали и в создании татарской энциклопедии. Дескать, в союзных республиках еще нет энциклопедий. И вообще, зачем нужны татарская, чувашская, башкирская, якутская и прочие энциклопедии? И об этом тоже вспоминал экс-секретарь обкома партии Камиль Фасеев. С каждым годом количество национальных школ продолжало сокращаться. Татарский язык все более уходил в сферу бытового общения. Сабантуи и концерты ситуацию не спасали. В 1979 году в жизни Табиева произошел коренной перелом. В конце года его внезапно вызвали в Москву к второму секретарю ЦК КПСС Михаилу Суслову. «Нам нужен посол нашей страны в Афганистане. Руководство этой республики никого из среднеазиатских мусульман не хочет. Выбор пал на вас. И посол Афганистана в Советском Союзе не против вашей кандидатуры. Важно, что вы мусульманин, член КПСС. Потом ведь, товарищ Табиев, вы не понаслышке знаете о межнациональных, межрелигиозных отношениях. Татарстан — это регион стабильности, прекрасных взаимоотношений между народами многих национальностей. Но учтите, — предупредил Суслов, — там может случиться война. Если вы боитесь, не согласитесь, не поедете, считайте, что у нас с вами разговора не было. Возвращайтесь в Казань и продолжайте работать». Суслов из-под очков внимательно смотрел на Табиева. Дело было в том, что до Табиева несколько профессиональных дипломатов уклонились от этого предложения. Однако Табиев после небольшой паузы дал согласие. Суслов тут же повел его к Леониду Ильичу Брежневу. «Вот товарищ Табиев согласен», — сообщил Суслов. «Ну и отлично», — произнес обратно Брежнев. В Фикряте я никогда не сомневался. И пожал Табиеву руку.
Так, в декабре 1979 года Фикрят Табеев стал чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в Афганистане. Чрезвычайно сложной ситуации, в которой полномочий как раз-то не очень не хватало. В Афганистане наряду с послом достаточно самостоятельно действовала армия и КГБ СССР. Стремясь сохранить максимальную секретность и независимость от посла, Табеева не всегда вводили в курс дела. Так, 25 декабря 1979 года, когда советский спецназ штурмовал дворец президента Афганистана Амина, Табеев оказался застигнут врасплох. Руководивший операцией по устранению Амина Вадим Кирпиченко так писал об этом мне. Посол Фикрят Табеев всполошился, когда раздались первые выстрелы и на территорию посольства стали привозить раненых. Позвонил мне и гневным голосом потребовал объяснений того, что происходит в городе. Я сказал, что идут бои, и сейчас у меня нет возможности беседовать. Подробно обстановку доложим утром. Несмотря на все сложности, Табеев достойно выходил из самых трудных ситуаций, отстаивая позиции Советского Союза. Не прятался в посольстве, довольно смело ездил на встречи и в Кабуле, и в города, и в провинции. Александр Лисичкин, служивший в охране посла, вспоминает о том, что поездки были весьма опасными. Нам необходимо было прикрывать его, обеспечивать безопасность и сохранить его жизнь. Перед выездом проверяли маршрут. Можно было нарваться на мину, попасть под пулю снайпера или в засаду маджахедов. Машину посла не раз обстреливали. Если предстояло посетить провинцию, ему выделяли вторую машину с дополнительной вооруженной охраной. Многие эпизоды его работы в этой стране до сих пор засекречены. О чем-то мы, возможно, не узнаем вообще. Поэтому сам Табеев никогда и не рассказывал о всех подробностях своей дипломатической службы. Табеев представлял Советский Союз в Афганистане на протяжении 7 лет, до июля 1986 года. По сути, был послом военного времени. После возвращения в Советский Союз он не переставал интересоваться афганскими делами. В начале 2000-х годов журналисты как-то спросили его о пожеланиях будущему президенту Соединенных Штатов Америки. А тогда на выборах победил Джордж Буш-младший. Табеев ответил: не надо лезть в Афганистан. Войной в этой стране еще никому не удавалось решить никаких проблем. Как мы видим сейчас, он оказался совершенно прав. Итак, в 1986 году Табеев возвращается в Москву и назначается первым заместителем председателя Совета министров России. В стране уже шла перестройка. В 1990 году Табеев, не принявший идущие реформы и понимающий бесперспективность работы, в возрасте 62 лет уходит на пенсию. Он тяжело переживал развал Советского Союза, много критиковал политику Ельцина. Но, тем не менее, в 1992 году принял предложение первого заместителя председателя Верховного Совета России Руслана Хасбулатова и возглавил Федеральный фонд имущества при Верховном Совете России. Структура в преддверии приближающейся приватизации государственного имущества одна из ключевых. В это же время председателем Госкомитета по имуществу в правительстве работал Анатолий Чубайс. В воспоминаниях Табеев пишет, что многих, слишком ретивых, в ходе приватизации я начал ставить на место. Однако скоро на Табеева нашли управу, ввели в состав членов правительства России. Руководитель структуры при Верховном Совете законодательной власти стал членом высшего органа исполнительной власти. Это был нонсенс. Это было сделано с далеко идущими планами, с целью повлиять на меня, писал позже Табеев. В конце 1993 года, когда в стране пошел раздрай между Ельциным и Верховным Советом, закончившийся расстрелом Белого дома из танков, Табеев ушел с поста председателя Федерального фонда имущества. В середине 1990-х годов наступили тяжелые времена. Пенсии пенсионера союзного и российского значения не хватало на жизнь. В какой-то момент Табееву даже пришлось распродать часть своей коллекции охотничьих ружей, которую он, будучи заядлым охотником, собирал на протяжении долгого времени. В последующие годы Фикрят Табеев работал советником в одной из холдинговых компаний. Очень активно участвовал в жизни татар Москвы, был их неформальным лидером. Часто бывал в Татарстане и Казани,
в том числе и на официальных мероприятиях. Руководство Татарстана всегда поддерживало с ним тесные и теплые отношения. Фикрят Табеев ушел из жизни в 2015 году в возрасте 87 лет. Но осталась большая семья во главе с его супругой Диной Мухамедовной, которая в 2019 году отметила свое 90-летие. Их до сих пор невозможно представить в Руси. Прошагав по извилистым дорогам судьбы вместе, они доказали, что выбор, сделанный обоими в далекой студенческой молодости, оказался счастливым. Табеев, помимо других наград, награжден 5 орденами Ленина. На вопрос об этих орденах он ответил так. Орденом Ленина награждали за выполнение пятилетки, причем по всем показателям. Так полагалось, такое было условие. И наша республика была единственной в РСФСР, которая за 20 лет была удостоена в лице своего первого секретаря 4 высших орденов страны. За каждую пятилетку орден Ленина. Ну а 5-й орден Ленина я получил за Афганистан. Такова история жизни Фикрята Табеева. История жизни, по которой можно изучать и большой период истории республики и страны. Спасибо вам за внимание. Всего самого доброго. И подписывайтесь на канал.